Учитывая скотоводческий образ жизни калмыков в прошлом, калмыцкая кухня практически полностью состоит из продуктов скотоводства – мяса, молока и их производных. Блюда калмыцкой кухни очень сытные, но при этом не отличаются сложностью в приготовлении. Калмыцкая кухня богата молочными продуктами. Среди мучных изделий калмыцкой кухни стоит выделить борцики. Светлана Аджиева, общественный деятель и активист, рассказала нам о калмыцкой кухне и поделилась рецептом национального блюда. Меня зовут Светлана Аджиева, я занимаюсь проектами по сохранению калмыцкой культуры. Сегодня я вам расскажу и покажу, как готовятся калмыцкие блюда. Кухня калмыков необычна, питательна и колоритна. Нашему народу удалось сохранить самобытные блюда, которые веками привлекают миллионы туристов. У нас калмыки любят покушать вкусно и сытно, и из самых простых ингредиентов можно приготовить самые вкусные блюда. Для того, чтобы приготовить хурсын махан, обжаренную говядину с овощами, нам понадобится 200 грамм говядины, морковь, лук и 150 грамм вареной лапши. Приступим? Для этого нам необходимо нарезать мясо. Мясо мы будем нарезать в виде соломки. Лук мы также нарезаем. Морковь мы тоже нарежем соломкой, чтобы при приготовлении блюдо у нас было красиво. Мы находимся в ресторане «Легенда», который на протяжении многих лет популяризирует и развивает калмыцкую кухню в массы. Тысячи туристов каждый год приезжают для того, чтобы попробовать самые вкусные блюда из калмыцкого мяса. Ставим сковородку на огонь, добавляем сливочное масло или растительное масло. Вообще наши предки раньше все блюда готовили на внутреннем бараньем жире, то есть семджине. Растопим маслице, сковородка раскалилась, соответственно и масло раскалилось, добавим говядину. Непрерывно помешиваем. Также можно поперчить и, конечно же, посолить. Продолжаем помешивать. Нам нужно будет добиться прожаренной готовой говядины, а аромат стоит божественный. Камера, конечно, не может передать. Тысячи туристов приезжают ежегодно в Калмыкию для того, чтобы отведать мраморную говядину и вкуснейшую баранину. Мраморная говядина ценится тем, что у нее равномерно распределены прожилки жира и мяса. В калмыцкой кухне практически нет гарниров, можно просто пожарить мясо и съесть. Вот у нас уже испарилась вода, немножко убавим огонь. И на этой стадии мы будем забрасывать лук. Немного обжарим вместе с луком. Сейчас лук тоже приобретет немного золотистый цвет. И мы туда отправим морковь. Готовить калмыцкие блюда меня учила моя бабушка. Сегодня мы столкнулись с такой проблемой, когда у нас есть печатные источники, но рецепты в них приготовления это 70-х, 80-х годов. Сегодня благодаря проекту «Вкусная Калмыкия», инициатором которого является ресторан «Легенда», выпущено около 10 видеороликов о рецептах калмыцкой кухни. И самое главное, что они уже есть в доступе в социальных сетях и в YouTube. Может любая хозяйка открыть и приготовить по видеорецепту самые популярные калмыцкие блюда. Ну вот лук у нас уже начинает золотиться. И уже, наверное, можно добавить сюда морковь. Все так же интенсивно помешиваем. И что самое интересное, в калмыцкой кухне практически можно готовить все блюда без специй. Это соль и перец, которые не требуют каких-то специй. Все ценнейшие свойства и вкусовые богатые эмоции можно, наверное, получить только из мяса калмыцкого. Даже наш традиционный знаменитый калмыцкий чай – это не напиток, это полноценное блюдо. Обжариваем лук с морковкой. Сейчас еще пару минут. И все это делается очень быстро. На раскаленной сковороде интенсивно помешиваем, для того, чтобы не пригорело. Ну, если брать среднее количество на пару человек, например, да, это 200 грамм говядины, 150 грамм домашней лапши, 2 луковицы, 1 морковь, и время приготовления примерно займет
Ну, минут 40, час. Больше времени, наверное, уйдет на то, чтобы приготовить домашнюю лапшу. Домашнюю лапшу, наверное, готовят многие хозяйки. Лук мы уже обжарили, морковь также уже дошла до готовности. И добавим домашнюю лапшу, которую мы уже приготовили заранее. И обжарить. Ну вот наше блюдо готово. Из минимального количества продуктов мы приготовили калмыцкое блюдо хурсын махан, что переводится «мясо с лапшой». Приятного аппетита! Калмыцкая кухня привлекательна тем, что она несет в себе отпечаток быта калмыков. Приезжая в Калмыкию, каждый желающий может прикоснуться к истории калмыцкого народа и отведать наши блюда. Борцики – это традиционное блюдо калмыков, которое готовится из молока, масла, муки, соли, сахара и дрожжей. Раскатываем тесто на разные различные фигурки и обжариваем их на раскаленном масле. В каждой семье утро начинается с кофе, но у калмыков оно начинается с калмыцкого чая. Это божественный напиток, который утоляет жажду в жару и согревает в холода. Древний напиток также обладает целебными свойствами. Когда варишь его из настоящей калмыцкой заварки, именно вот эти прутики, они отдают все целебные свойства. И когда кочевники, находясь долгое время в степи, приходили и выпивали чашку калмыцкого чая, то она полностью обогащала их организм. Каждая хозяйка, сварив калмыцкий чай, первую чашу преподносит на алтарь, то есть бурханом. И эту чашку выпивает самый младший сын в семье. Такая традиция у калмыков. Также гостей мы встречаем свежесваренным калмыцким чаем. Күнтамана гичнер, ирсын тадын болучыгын, ирюсын бедін болучыгын, улан зандын сайған уучы, хальмык хоты амсчы, хальмык тамчты ирцхатын бедін кюляджанавидын. Дорогие друзья, приезжайте в гостеприимную Калмыкию, чтобы поближе познакомиться с культурой и бытом кочевого народа. Мы вас ждем!